начинаем мы с части татарщины. Потом идет это бу. Потом идет бу, нищек. Нет. Но нищек была как бы по-татарски можно, а как это называется по-татарски? Ютала. Атала, да. Атала. То есть здесь между нищек и атала, то есть ат это имя. Аты называем, атала называется. После нищек ставится такое словечко дип. Нищек дип атала. Наташа нищек дип атала. Вот. Да. Так, следующий. Можно еще спросить, вот атала, она образовалась от ну как бы сказать залога, да? Ат это имя, ата это именуй, как бы, да, называем. Атала именуется. Просто в задание мы написали, что мы добавляем либо L, либо U, либо Ел. Мы добавили как бы еще А в конце. Потому что это форма на У. То есть мы Мгм. можем сказать Отау называйся, Да. а Отала он называется. Так, что мы ставим там? Говорите, пожалуйста, со мной по-татарски. Надо написать. То есть самое здесь второстепенное это со мной. Поэтому со мной пишем на первом месте. Значит, предлогов в татарском языке нет, есть послелоги. То есть со в татарском языке это белянь. Поэтому пишем то есть со мной. Мной это нем. И добавляем послелог белянь. Потом по-татарски идет. Татарщина. Значит, пожалуйста, можно слово использовать зинхар, да? Зинхар. Слово зинхар можно использовать. Хе-хе-хе-хе такая английская. И это зинхар. То есть, как бы слово пожалуйста, просительно, это зинхар. И мы говорим татарский зинхар. Раз со мной говорите, то есть это совместное действие. То есть залог это такой союзный залог. Поэтому к слову сюля, то есть говори, мы добавляем ш. Сюляш. А теперь нужно сказать, что мы же к кому-то обращаемся, то есть вы, да? Вот какой здесь мы должны поставить аффикс, чтобы у нас получилось, что вы говорите, то есть в настоящем времени. Открываем настоящее время глагола, и там аффикс у нас в этой форме. Эта форма, она вы, says. Вы говорите. Это не настоящее время. Это множественная форма повелительного наклонения. Это вы не знаете, как там. То есть мы это не проходили. Значит,
вот в повелительном наклонении во множественном числе, да, то есть это же повелительное наклонение, это второе лицо. То есть вы или ты. Поэтому здесь просто добавляем аффикс ges или гыз. Мы какую-то гласную там используем, чтобы нам удобнее было говорить. Süleş, гез, да, все мягко. Нет геста. Гез. Süleşiriz. Да, можно использовать зинха. Можно использовать примерно вариант туатарша süleşiriz. Можно использовать вместо зинха эле. Да, можно зинха. Нет, зинха пишется после süleşiriz. После süleşiriz пишется. Ой, фу. Эле пишется. Да. Или. Да. Можно сказать, минем берем татарша зинхар süleşiriz, но это как бы больше такая просьба, что ну пожалуйста, да. Минем берем татарша süleşiriz эле, это как бы давайте-ка со мной разговаривать по-татарски. То есть больше так это приказная просьба. То есть оттенок смысла, да. Вот. Повторите, пожалуйста, еще раз. Повторите, пожалуйста, еще раз. Tadi berkabat Ну, можно верховать, но верховать там тавтология будет, да? Потому что глагол тоже сплавать. Поэтому надо что-то другое. Тагы, да, пишешь тагы. Нет, тагы. Да. Это не перманентный маркер, случайно. Ну, как выглядит? Раз. Один раз. Хабат. Нет, хабат это топка. Хабат это или снова, или это как бы основа какого-то глагола. Топка. Ну скажите, у нас же повторите так, закон сингармонизма. А вот потом уже от слова абат мы формируем глагол. Да. Да, поватла это повторить. И там добавляем потом есть. Это множественное число, повелительное наклонение. Поватла, раз. Ну и добавляем эле, да? То есть повторите к еще раз. Я хочу найти книжку для изучения татарского языка. Я хочу найти книжку. То есть я хочу, то есть используем вот эту вот модель, которую мы с вами написали, да? То есть, да,
по изучению татарского языка, то есть татарского языка изучению по пишем. То есть наоборот все. Здравствуйте. Ну, я на занятии сейчас выпью. Нормально? Да, вот это вот студент, я понимаю. Татарский. Нет, Телен. Книжку, наверное. Нет, переизучение. Изучение, да. Изучение, у нас тут было это слово. Научиться. Уравнение, да? Уравнение. Да. Сейчас нам надо изучение делать. Да? Да, то есть Иран это изучаем. Уравнение. Иран. И для. То есть для используется после лог ищен. Да. Чем. Так. Кого? Книгу, наверное, да? Ну да, это книгу. А это не слитно пишется? Юренду еще Нет. нет, это отдельно. Там оглушение происходит, буква Б. То есть не китаб, а китаб. Мы же это должны расклонять, наверное, да? Оно просклонено. Так, книгу. Найти. То есть книгу кого что. То есть найти кого что, книгу. То есть вот что. Книгу. Да. И найти, как найти. То есть мы так, В надо на призме. В на призме. То есть книгу, как мы должны сказать? Китаб? Да, китаб. Не пишите. Используется как бы усеченная форма винительного падежа. То есть пишется китаб. То есть, допустим, так, мин, если я кого-то, допустим, люблю, если одушевленное, мы с вами говорили, да, там развернутая форма винительного падежа. Мин, лейля, не, яратан. То есть я люблю Лейлу. А если это неодушевленное что-то любим, например, мы любим, значит, Бәлиш, например, да? Мин бәлишне яратан. То есть это некорректно. Получается, Бәлиш у вас одушевленный. То есть кого-то там или девушку или юношу зовут Бәлиш. Вот вы ее любите, получится. А нужно сказать мин бәлиш яратан. Не бәлишне, а бәлиш яратан. То есть это вот такая усеченная форма винительного падежа используется. Ну, профессионально. Татар телен ирен için kitap. Так, найти. Ну, пишите. То есть мне хочется найти. Хочется читать. То есть глагол тап найди, да, находи. Мы его ставим в настоящее время в форму на ул. Глагол заканчивается на согласную, поэтому значит, и здесь происходит означение буквы Б. Б. Тома. И по конструкции по той, в чем мы там добавляем? Сы или се?
вас есть словарь арабско-русско-татарских заимствований? Арабско-русско-татарских заимствований. Значит, вспоминаем, что у нас вопрос формируется добавлением последнего слова аффиксов «мы» или «не» и знак вопроса. То есть там «варм» есть ли? «Вардам»